Казань – город древний. Зародился еще в X веке, но архитектурного средневековья в Казани не встретить. Самые древние объекты здесь – это XVI век, и они, конечно, на территории Кремля. Открыточный образ Казани с его белокаменными стенами, со Спасской башней и православными храмами – все это дело рук псковских зодчих. На работу их сюда отправил Иван Грозный сразу после завоевания Казани. Взятие было разрушительным, и от деревянного Кремля и от ханского дворца ничего не осталось. Все было разрушено до основания. Но основание осталось, и ханские фундаменты, и ханские могилы можно увидеть своими глазами. Каждое здание, что за белыми стенами, имело по несколько жизней и может рассказать вам много интересного. Любопытно, что самая древняя и единственная улица Кремля называется Проезд Шейкмана. А кто такой Шейкман? Если что, то Яков Шейкман – это революционер. В Казани он жил меньше года, возглавлял оборону от белочехов, тут и погиб. Почему единственная улица Кремля носит его имя? Загадка. Площадь перед Кремлем, на которую выходит проезд Шейкмана, называется площадь 1 мая. На площади 1 мая стоит памятник поэту Мусе Джалилю. В городе есть театр имени Мусы Джалиля, но около него стоит памятник Тукаю, а на площади Тукая стоит памятник революционеру Вахитову, а на площади Вахитова вообще никто не стоит. Вот так все запутано. На площади Вахитова заканчивается старо-татарская часть Казани. После взятия город сформировался на двух берегах Булака и озера Кабан. На правом берегу жили христиане, на левом – мусульмане. На правом берегу христианские святыни, на левом – мусульманские. На левом берегу самая знаковая из мечетей – мечеть Аль-Марджани. Построить ее распорядилась императрица Екатерина II во время визита в Казань. Это было частью новой политики и символом нового российского общества. Общество, где есть место всем конфессиям. Началась эпоха Возрождения. Мусульманам разрешили остаться мусульманами и перестали их насильно крестить. С момента взятия Казани это была первая каменная мечеть. Мусульмане выбрали для нее средневековый стиль и украсили элементами барокко. На правом берегу примерно в это же время строится уникальный по своей архитектуре собор Петра и Павла. Расписной, как пряничный домик, с огромным количеством мелких деталей и растительной лепниной. Это русское барокко, любимый стиль петровского времени. И на правом, и на левом берегу успешные купцы интересовались архитектурой, приглашая лучших зодчих. На левом присутствует смесь восточной роскоши с европейской строгостью. То, что в Испании называют мудехар. Яркий представитель – особняк Дом Шамиля, замок, сочетающий и готику, и арабский стиль. Это реставрационная работа известного архитектора Генриха Руша, активного борца с архитектурной скукой. Получилось и правда не скучно. В доме Шамиля сейчас музей Габдуллы Тукая. Тукай к Шамилю никакого отношения не имеет. Тукай – татарский поэт, Шамиль – первый хозяин особняка, точнее, муж хозяйки. На правом берегу тот же Генрих Руш строит Александровский пассаж, а рядом Чернояровский. Этот пассаж – его работа уже как архитектора. Оба пассажа в стиле необарокко богато украшены лепниной и всякими каменными существами. Вместе они должны были стать единым торгово-жилым комплексом, но не стали. И, как и прежде, украшают Кремлевскую улицу по отдельности. Еще одна нескучная архитектурная достопримечательность города – неоготика дома Кекина. Все такое тонкое, изящное, да еще и с мавританскими мотивами. Здание железнодорожного вокзала тоже дело рук Руша. В 1896 году в Казани только-только появилась железная дорога, и путь до Москвы составлял 53 часа, а вокзал должен быть прекрасен сразу. И вот вам русский стиль с нотами готики. Еще имя архитектора Руша фигурирует в запутанной истории строительства колокольни Богоявленской церкви. Заказал колокольню купец Кривоносов. В конкурсе участвовал и Генрих Руш. Его проект в псевдорусском стиле с некоторыми изменениями и был реализован. Но официально архитектором колокольни значится Михаил Михайлов. Интриги, однако. Но главное, город получил колокольню, которая, как и башня Сюмбике, стала одним из символов Казани. Кроме того, Руш открыл в Казани первую бесплатную воскресную школу рисования и стал ее первым преподавателем. Также с преподавателя начал свою работу еще один знаковый архитектор Карл Мюфке. Для здания художественной школы он выбрал стиль модерн в традициях русского зодчества. Получилось уникально и очень отличается от всего вокруг. За этот проект архитектор был награжден орденом Святого Станислава и стал очень модным. Дом Ушковой – еще одна работа модного архитектора. Тут у него была полная свобода. Все существующие стили в одном месте. Настоящая архитектурная энциклопедия.
С фасада не дом, а десерт со взбитыми сливками и лепным орнаментом. Узнается барокко. Внутри каждый зал в своем стиле. Тут тебе и ампир, и модерн, и рококо, и мавританский, и гроты, и яшма на полу, и французские витражи на окнах. Заказчик просил весь мир в одном доме? Пожалуйста, получите. Кроме этого, Карл Мюфке руководил реконструкцией главного здания университета. Казанский университет – важный памятник архитектуры города. Здесь все по классике, все как положено. Все строгое, прямое, симметричное и с большими круглыми колоннами. Сейчас университетский ансамбль объединяет архитектуру нескольких эпох и нескольких стилей. Этим и интересен. Тут же рядом в университетском скверике стоит памятник Ленину, а в Ленинском садике почему-то сидит Бутлеров, а на улице Бутлерова памятник Вахитову. На улице Горького памятник Державину и музей Баратынского. Ладно, музей Горького тоже на улице Горького. Ну вот же, все нормально. Очень логичная и интересная Казань. И ее можно исследовать бесконечно.